Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Сегодняшний ролик о ППЖ. Прошу слабонервных не смотреть. Мы стараемся не показывать жуткие кадры разорванных в клочья собак. Но смертей становится больше. И, видимо, на это и рассчитано, чтобы собаки убивали слабых. Голод и холод сводят с ума даже тех, кто не был никогда агрессивным. Мы вытаскиваем тех, у кого нет шанса выжить. Но ведь это капля в море. И чувство бессилия, отчаяния от беспомощности живет с нами, с теми, кто неравнодушен к происходящему. Корм не был заказан. Заявка подается летом, но типа не было денег. И по этому поводу напрашиваются разные мысли. И, как всегда, кто виноват. А главное, что делать. Каждый год там не знают, что скоро наступит суровая зима, что встанет переправа через реку и корма не будет. Каждый год, когда летом идет покос травы, то есть часть сена предлагают забрать бесплатно. Руководство отвечает, что им не надо, у них все есть. Руководитель ППЖ с гордостью заявляет, что она не хозяйственник. А тогда что она там делает? Только отчеты оправдательные перед разными службами и проверками, что у них все хорошо. Контролирующие органы также не знают, как выглядит такое заведение с живыми существами, когда все хорошо. Тем более к их приезду трупы точно убирают. Посмотрите в эти глаза. В них такое отчаяние, такое горе и надежда, что человек спасет. Это же невозможно выдержать и пройти мимо. И потом есть, спать спокойно, жить, когда умоляющий взгляд собаки стоит перед глазами. Кто любит собак, тот поймет, в каком напряжении проходит их существование. Особенно зимой, друзья. Ни хозяйственный руководитель не ходит на территорию к собакам. Она не видит их, не видит условия, не видит неутепленные будки, не видит голодные ждущие глаза, не видит, когда в будках нет сена, которое надо не в стогах держать для проверяющих, а досыпать. Как можно работать в этой должности, ненавидя собак, под прикрытием обманчивого названия фонда «Помоги выжить», а на деле «Помоги умереть». Так, подожди, собачка замерзла ночью, замерзла собачка. Холодно, утепляем будки.
Вот эти дети, смертники, посмотрите на них. Вскоре они один за другим заболеют и начнут погибать. Это продолжается уже не один год. Никакой дезинфекции, никаких обработок помещения. А люди несут и несут ненужный приплод от своих домашних собачек, тех, которых народили или которых не смогли продать, считая, что так спасают им жизнь. Когда ППЖ не принимает, они просто ставят коробки со щенками у забора. В ППЖ творятся совсем непотребные вещи. Как вы помните, 3 волонтерам запретили вход в ППЖ. Оставшимся создали невыносимые условия для кормления собак. Выбросили киоск. Единственное теплое местечко, в котором можно было согреться и размешать кашу с баландой местного производства. Помощь некоторых добросердечных местных жителей встречается в штыки. Все, кто звонит, отвечается, что в ППЖ все хорошо. И это при том, что собаки умирают от голода, голодным не выжить в -50. Волонтеров называют мошенниками. В общем, создаются невыносимые условия, чтобы волонтеры сами бросили свою деятельность. Не ездили, не кормили, не видели, что там творится. Вы только задумайтесь, ненавидят не только собак, но и людей. Чтобы, не дай бог, они не согрели руки. Тогда они больше сделают, больше накормят собак, задержатся в этом ППЖ на лишний час. А обмороженными руками много не сделаешь, быстро убежишь. Вот для этого их и лишили. В разгар зимы теплого уголка. Волонтеры хотели купить на свои пожертвования теплушку или бытовку, ведь согревшись, человек плодотворнее работает. И все на благо собак. Но это не входит в планы и понимание нехозяйственного руководителя ППЖ. Вот. Приехали накормить собачек быстро, быстро, быстро. Вот новенькие сидят. И все, уезжаем. Так. Мясных опилок мы много привезли. И вот эти 18 мешков привезла волонтер Эмма. 18 мешков. Стоят рядом со мной ребята и смеются, снимать их нельзя. Они принесли гуманитарную помощь от себя лично, парни. В Сахадее, в Телеграме прочитали. Вы студенты? Студенты СУФУ юрфак. Вот так. Студенты СВИФУ юрфак, магистратура. Ребят, ну пусть у вас будет в личной жизни все так, чтобы вам все вернулось 100 крат умноженным. Благодарим вас. Вот сейчас в подъезде аккумулируем. Садимся и везем все это в ППЖ. Благодарим. Ну все, благодарим вас. 8 декабря, вечерний мацион. Каландрашвили 44/4, первый подъезд. Вот такой нам подарок для пункта передержки. Пищевые отходы из столовой. Перебрано все. Едем дальше, едем на птицефабрику. Ну вот, 8 декабря вечер, багажник забит. Сейчас отвезем в пункт передержки, а завтра уже то, что сами дома сварим. Юлия, у вашего друга на Челюскинцев мясной, как называется? А не знаю, там частный дом. Да? Ну, в общем, короче, мясные опилки мы забрали. Много. От вашего друга. Вот были в детском саду «Росинка» и на птицефабрике дом номер 7. Вечерний Якутск. Время 22:32. Все, что можно, объехали. Полный багажник для наших собачек. Завтра в 10-11 утра все это отвезем. Еще в 2 места заедем и еще заберем сваренное из дома. Из 3 домов сваренное соберем. Такая история. Благодаря Евгении нашлись добрые люди, готовые варить мясную кашу для ППЖ. Но вы представьте, каково это – таскать неподъемные баки с кашами, объезжать по городу с утра в разных концах, собирать эти тяжелые баки, ночью сваренными вместо сна людьми,
объезжать и грузить, и везти в ППЖ, и снова поднимать в мороз минус 50 околевшими руками, что будет с их позвоночниками, без возможности согреться, на снегу, у ворот, кое-как долбить быстро замерзшую кашу. Там замерзает все мгновенно, и не всегда, и не сразу, и не запросто могут впустить утром тебя с этими баками, с этой кашей. 10 декабря. Вот утренний мацион. Это мясные опилки. То есть распиловка мяса идет, и вот подстилают специально бумагу чистую, чтобы собирать мясные опилки. И они у нас в продаже по 60-70 рублей килограмм. Девчонки даже в одном месте по 50 нашли. Вот это мясо. Это самое настоящее мясо на распиле. Почему перебираем? Потому что попадаются в любом случае какие-то острые косточки во время пилки. И поэтому все через руки. Вот для ППЖ. 13 декабря волонтеры из Алдана передают в пункт передержки животных вот такие замечательные кастрюли, настоящие тазики. Девчонки, благодарим вас. Прямо низкий поклон. Надо же, волонтеры из Алдана. Какие молодцы. Спасибо за поддержку. О, настоящие новые, алюминиевые. То, что нам надо. Благодарим вас, благодарим. Грузим. Полы в вольере. Вполне разрешила нам школа забрать. Сколько заберем? Вот такая машинка. — 17 декабря. Везем алюминиевый бак в пункт передержки, а также сваренная пища 30 литров и полный багажник всего остального. Едем в назначенное для волонтеров время с 10 утра до 12:30 дня. Волонтер Наталья Конышева. 17 декабря 2023 год. Добрый день, друзья! Сегодня вот 17 декабря приехали на территорию ППЖ нашего якутского с благотворительной помощью. Помочь значит, сотрудникам, скажем так, работникам этого приюта, да, разложить сено собачкам, ну и покормить. Привезли там кашку, привезли корма, покормить собак. Но нас не пускают по каким-то неясным причинам. Мы уже здесь находимся с 10 утра, время 11:32. Нас не пускают сюда, просто-напросто. А кто не пускает? Нас не пускает руководство. Сообщение сделано, звоним, пишем, никто не отвечает, никто. Руководство отсутствует, скорее всего, наверное. Так, а сено завезли заранее, 3 рулона. Это я уже говорю, как Евгения Макеевская. Завезли 3 дня назад. Именно для того, чтобы сегодня прийти и возле вольеров, соблюдая технику безопасности, разложить. 17 декабря. 17 декабря. Волонтер Лена Богданова. 10 часов я подъехала на такси, чтобы сделать свою волонтерскую работу. Разложить сено возле вольеров, покормить их, потому что мы принесли замороженные каши. Но нас не пустили. Время 12 час. Нас до сих пор не пустили, мы на морозе. Вот волонтеры стучатся сегодня, 17 декабря. Время уже где-то минут 20. Лена, сколько время? 10:28 время. Не пускают. Да. Не пускают волонтеров. Полицию вызывать. А пусть вызывает полицию. Нет, вам, что вас не пускают. А, нас?
Вот не пускают. 17 декабря 2023 год. А время сколько, девчонки? Время 11:24. 11:24. Вот Оксана приехала с девчонками на раскладывать сено, которое мы завезли заранее, чтобы разложить. Корм, кашу привезли. Корм, кашу привезли. И я привезла корм, кашу. Ну, я полночи готовила кашу, и меня не пускают покормить. Собак. Ну а в чем дело? Обыкновенный человек. Что объясняют? Что объясняют? Обыкновенный социальный человек. Ничего не объясняют. Вот мы тоже приехали с кашей. Кормить животных, и вот никто не пускает. А го- График работы, нас не пускают. 12 часов нас не пускают. Я позову. Ну вот, 10 же, вот можно же, да? Я говорю вот туда вот. Я Вот поняла. Нас там не пускают. Как это не А вот пускают? так вот. 7 человек, отложив свои дела, решили помочь кричащим, беззащитным животным. Без объявления причины, просто так решило руководство, не пустили на территорию ППЖ даже в отведенные 2 часа для посещения волонтеров. Кто-то умрет этой ночью, и эти 2 не будут считать себя виноватыми. А продукты, еду, бережно собранную людьми, оставили у ворот. Несложно догадаться, дойдет ли эта еда до собак.